вот сегодняшнюю, вот сию минуту, да, у нас нету ни одного потери, да, ни одного раненого человека, нету ни одного царапины, да, нету даже, ни один человек даже не заболел, да, он, насморком даже. Есть хорошие, да, показатели, результаты. Наши бойцы из Национальной гвардии, да, забрали, да, оперативную бригаду Нацгвардии Украины, да, там очень много бронетехники, боеприпасы, оружия, да, и то отдача действительно, да, 3 раза, да, было боестолкновение, но хвала Всевышнему, да, без потерь мы забрали этот объект бригады. И я хочу, да, сказать украинскому народу, клоун Зеленский, да, он обманывает вас, да, он говорит чушь и ерунду, да, он говорит, что они убивают, они взрывают, они берут плен, российские военнослужащие, да, сдаются, да, в плен. Это неправда. Военнослужащие, да, и все сотрудники, которые находятся вокруг Украины, да, или в Украине, да, у них первая задача обеспечить безопасность населения. Не разрушать города. Мы видим, как бандеровцы и те шайтаны, которые у нас убивали, и мы их выгнали отсюда, да, потом в последующем их, да, приютила Европа, другие государства, да, накормили и их отправили, да, на Украину. Да. Вот эти люди ставят бронетехнику, да, именно в центре, да, в центре города, селах, населенных пунктах, да, и оттуда ведут, да, боевые действия. Хотя, да, надо было, есть все возможности полностью дать отпор, да, делать то, что нужно. Все-таки военнослужащие Луганска, Донбасса, да, и российские военнослужащие, да, не открывают огонь против этих шайтанов, хотя нужно было, да. Я связь, да, оскорбляющий, да, чеченцев, россиян, да, наоборот, выходите и скажите своему, да, президенту пока, чтобы он нашел выход из ситуации. Война убивает, война разрушает. Никогда, да, война не заканчивается без переговоров. Да. Поэтому сегодня бандеровцы, западные европейские государства, да, из вас делали, да, как тогда нас, да, тогда нас использовали, чтобы развалить Россию. Вот так сегодня вас, да, тоже, да, использовали, да, для того, чтобы защитить свои интересы против суверенного государства России. Да. У них нету никакие цели, кроме как поставить туда Украину, да, военную базу и диктовать условия нам всем. Да. Сегодня они хорошо поют, а завтра совсем по-другому запоют, как и в других государствах. Да. Уважаемый украинский народ, да, выходите, скажите, да, тем шайтанам, которые сегодня не понимают, чтобы они поняли, да, и сложили оружие, или выехали из Украины, да. Абсолютно сегодня забрать Киев или Харьков или другие города, абсолютно нет проблем. Просто, да, есть задача, которая должна выполнить без потерь. Вот каждая жизнь человека дороже, да, и поэтому вот так аккуратно проводят специальные мероприятия, ведут против именно этих шайтанов боевые действия, да, против пограничников, военнослужащих, других структур,
как мы видим, абсолютно никаких претензий нет. Бригаду оставили, ушли, отпустили национальную гвардию Украины. Это бригада оперативная. Когда я увидел оружие, которое там есть, я удивился. И столько оружия пораздавали украинскому народу. И тем, кто заехал туда для того, чтобы разграбить ваше имущество, это прям шокирует. Поэтому мы не хотим, и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивали нас, и кто хотят убивать нас. И у нас есть позиции, однозначно, это безопасность нашего государства, народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию. Поэтому президент принял правильное решение. Мы его приказы выполним при любых обстоятельствах. Поэтому не думайте, что чеченцы или русские или другие народы вас не любят. Мы все любим вас. Мы все не хотим войны. Те, кто выступает против войны, против политики, руководства государства, нескольких таких продажных людей, это их позиция. А остальные 99% населения поддерживает, потому что знают, что это безопасность нашего государства, поддерживает решение президента. Просто жалко нам всем, именно чеченцам больше жалко вас, ваш народ, потому что будут страдать дети, женщины, старики, если сегодня вы сами не выйдете, и не выгоните, этих, бандерицев, этих шайтанов, разных, национальностей, которые собрались от чеченцев, если вы сами не очистите свои города, то вам же будет хуже. Я вас прошу с пониманием относиться к тем решениям, которые сегодня принимает наш президент и наши вооруженные силы. И мы хотим мир во всем мире. И еще раз обращаюсь к тем шайтанам, которые говорят, что ждут нас, или говорили, приезжайте, мы вас встретим, определите вашу точку, мы туда приедем и разберемся с вами лично. У нас с вами лично религиозные